ребята. Ну вот, как я и говорил, приехал к нам крутой такой вот визелек на обслуживание выжимного подшипника сегодня. Вот, пробег у него 83, по-моему, 1000 километров где-то примерно. Вот. Нет, вру, 115 846, 115 тысяч пробег. Ну, пробег уже такой серьезный, поэтому пробег как раз таки критичный к тому времени, когда нужно уже, по идее, обслуживать выжимной подшипник. Еще чуть-чуть и может стать поздно. Вот. Так что сегодня мы с Максом скинем коробку и этот визелек будем обслуживать. Подшипник, покажем вам, как выглядит подшипник. Вот. Ну и в принципе все. Так, тачка крутая. Под капотку тут никто не лазил особо. Все, так что будем делать. Макс дербанит уже Хонду. Тут уже что-то все снял. Косы все открепил. Здесь дроссельку, тряпочку ставил, чтобы ничего не попало. Все аккуратненько. Все шлифа, что, нормально, братан? Все шлифа аккуратненько, все отцепил, да? Все фишки. Все фишечки, все ровненько. Абсолютно. Что сейчас делаешь? Ничего не поломано. Рассказывай. Сейчас устанавливаю козлы. Угу. Козлишеву, короче. Слева, справа. И начинаю снизу балку. Тут уже привода. Все открутил? Нет, это сейчас будет откручиваться. Ага. Привода немного у него помощнее, чем на фитах. Но я смотрю, что сайлентблоки-то все нормальные. Сайлентблоки все нормальные, датчики у него все работают. Все ровненько. Здесь вот ничего не сломано. Все по фишке отсоединяется. Кстати, вот по этому моменту. С балкой уходит он. Кстати, по этому моменту, может быть, вот тут открутить этот датчик? Вот у него фишка, видишь, вот она. Отсоединяется. А вот это что? Это же тоже фишка? Смотри. А она вместе с балкой это все опускается. Там, короче, да, отцепить надо. Да, и в принципе рулевая рейка. Вот здесь, здесь болт откручивается. И все, рейка остается, балка спускается. Стойка корейская еще походу стоит. Так, и датчик ротора ты уже отключил. Ну и шаровую. Шаровой. Колодочки у него хорошие еще. Накладки офигенные. Но... По-моему, суппорт менял, смотри. Китайский, что ли? Да, что-то на Китай похоже. Ну а так, в принципе, нормалек. Все нормалек. Да. Балку скинем и пойдем коробку, да? Да. Сверху я уже как бы болты открутил от коробки. Вот здесь внутренняя. Вот здесь гайка идет большая. Вот она. Она здесь закручивается. А другая гайка с той стороны закручивается. Ну, в принципе, все то же самое, что на шаттле. Вообще, да, один в один все. Все одно и то же, да, привода немного побольше, все. И там у него как бы это защита какая-то есть на приводе, короче. Ну, ладно, дальше увидим, сколько с него масла выйдет. Ну, в принципе, как бы все должно быть. Сейчас я ее поставлю ровно. И потом сольем масло. Сейчас сольем масло. Что это у него, заводская такая сварка, что ли? Ну, не заводская, похоже. Нормально, нормально. Делаем потихонечку. Сейчас приедет у нас фитяра на калибровку. Также сегодня у нас эндоскопия приуса проводилась. Человек готовится на раскоксовку. Третий фит заедет сейчас. Сейчас третий фит заедет. Или второй. Почему второй? Приус заехал. Приус? Фит. Да, фит. И сейчас шаттл еще был же. Шаттл был, ну как бы нормально. Два фита у тебя было. Да. И один шаттл. Да, нормально. В общем, как-то... Везель стоит. Дербанится потихонечку. А везель мы сегодня разберем 100%. Тут все отсоединил уже, да?
Вот ступичный этот узел. Ушел уже. А здесь что у него? Пластиковый отцепил, да? Чтобы не сломать. Да, отцепил все. Ну, а то мало ли что. Чтобы ничего не мешало. Защиту тоже. Дальник весь убрал. Ну да, правильно. Чтобы выход был коробки сюда. По высоте и все. Но его не снимешь, потому что тут все это убирается. Здесь. Ну да. Вот этот бачок нам мешать не будет? Какой бачок? Его тоже можно, по идее. Он на двух болтах там крепится. Да, он нам не будет мешать. Да. Просто как стоит, так и уйдет. Ну. Ну все тогда что? Скоро мы снимем коробочку с этого везеля. Подушка Ближе к вечеру, наверное. соединилась. Так. Что остается в ней? Так, цвет красивый в автомобиле, конечно. Но вообще машина прикольная, ухоженная. Нормальная машинка. Сейчас подшипник только подшаманим. Макс слил масло. Все как бы. Масло как положено, да, было? Как положено, литр 800 здесь есть, ага. Так, ну что такое? Чистенькое. Ну я говорю, его меняли. Походу меняли. И какой-то цвет такой красный. Ну. У нас же какой-то желтоватый же идет. Ну да. Ну более-менее ухоженная машинка, что сказать. Пробка целая, все целое. Да. Вот. Стружки нету. В фильтре все, стружечки нету, да? Ну все, значит вовремя мы его с тобой начали делать. Уже, да. Дальше будет. Сейчас подшипник уже вытащим. Главное подшипник посмотреть, что со смазкой. Дальше, да, разберем, обстановочки. посмотрим. Круто будет вообще. Да и людям покажем, как надо обслуживать все это дело. Потому что, ребята, вы ездите на машинах, которые уже за 100 тысяч километров переваливают. И вы думаете, каким-то боком вас пронесет. Нет, не пронесет. Если подшипник нагреется, смазка оттуда выйдет, она превратится в пластилин. Ну, грубо говоря, вы выкинете свой подшипник, который заводской, оригинальный, на помойку. И поставите китайский, потому что оригинальный покупать очень дорого. Ну, если повезет достать коробку там, я не знаю, либо полностью муфту сцепления, ну, корзину сцепления вместе с подшипником, с оригинальным, в хорошем состоянии. Но это, я считаю, это большая удача, если это еще будет стоить каких-то вменяемых денег. Вот. А так, волшебства не бывает. Подшипники эти ходят свой ресурс. Ну и все. И корзина ходит свой ресурс. Так что ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Кстати, новая автохимия. Я сегодня купил на пробу Liqui-Moly. Тоже очиститель инжекторов. И хайгировский очиститель инжекторов. А вот эту банку, банка Винс, американская, я хочу попробовать, когда придет у нас аппарат. Мы будем вот этой вот автохимией будем чистить. Вот. Это конкретно санкционка, по сути, конечно. Ну, не знаю. Посмотрим. Но говорят, его очень сильно хвалят. Он очень классно чистит форсунки именно на аппарате. Так что попробуем. Ну, а вот эта вот штука, я о ней тоже наслышан. Ну, не знаю, сильнее она BG, не сильнее, но будем пробовать. В общем-то, говорят, что тоже неплохая вещь. Испробуем все. Вот эта вот штука уже, я могу сказать, что это работает. Стоит не очень дорого и работает хорошо. Поэтому как бы будем его использовать. Вот эта штука классная. Как и вот эта штука BG тоже. Вот я сейчас тут баночки коллекционирую, чтобы показывать, что работает, что не работает. И что мы испытывали, то и будем показывать. Вот как бы так. То и будем рекомендовать. Мы, ребят, такие простые. Что, в принципе, у нас работает, то мы и будем показывать на YouTube канале. Ну, всех секретов мы, конечно, не расскажем. Но, тем не менее, очень много полезной информации для хондоводов, в том числе и для приусоводов, у нас на канале присутствует. Так что что-то можно для себя черпать и
как бы что-то полезное откладывать для себя. Так что вот такие, ребята, дела. А мы занимаемся дальше везением. Просто сейчас аккуратненько ее, да, на себя, потихонечку, не торопясь. Вот так вот такое, вот и все. Ой, вот она, родная. Ну вот. Смотри, как шумит. Да, очень шумит сильно. Да? Да, да, вообще жестко шумит. Гул идет, но... Жесткий гул. Угу. О. Да, надо смазывать его. Короче, мы успели все это дело. Я вот тут же колокол все оставлю, чтобы не потерять. Да. Мы колокол потом отмоем. Это вот жидкость, то, что у нас маленько у этого. Да, это жидкость. Так, Вау. сухо. Здесь все сухо. А вот он, смотри-ка, что-то он это... Как будто потел, что ли? Как будто бы, смотри, мокренький. Ну, не то чтобы, а вот именно маслянистый. Понял? Он не сухой. Что, думаешь, он потел, что ли? Такое ощущение, да. Не, Ну, может быть, это не, жидкость, это то, просто что пролили. это ее накидало. Отсюда, с актуаторов. Да. Пролили, да? С актуатора пролили ее вот этим, вот этой пылью накидало там, нахуй. Ну, по-моему, видно что будет. там маховик тоже закиданный, нахуй. Ну, да. Она немного горела. Чуть-чуть, да? Видно было, ага. Ну, вон, смотри. Да-да. Это же все пыль, которая идет с дисков сцепления. Да, она немного горела. Чутка горела, да. Буксовала, значит? Буксовала, ага, немножко уже. Но. Ну, диски, давай посмотрим остаток, что. Вот, давай глянем. Ну, тут нормально. Вон там что-то не такой уж он и толстый, братан. Но есть, диск есть. Здесь очень хороший. Вон там, смотри. Что-то мне не нравится. Не очень-то он и толстый. Да?
Не, нормально. Нормальный? Нормально. Походит еще. Нормально, пойдет. Снимаешь, да? Ага. Ну, как-то вот так вот. Сняли коробку мы. Макс красавчик. Все снял. Считай, он в одного разобрал с 2 часов до 7 часов. Мы вот уже сняли все. Теперь задача все это дело выбить сейчас подшипник и обслужить его и обратно все поставить. Ну, это уже завтра. Как-то так. У нас тут снежок вот такой, такие вот условия во дворе. Сегодня снега навалило. Сейчас будем продувать корзину. Давай, Макс, показывай. О-хо-хо-хо-хо-хо. Как хорошо-то на фоне-то смотрится, да? Вот это вот все диски. Вся чернота — это пыль, которая от сцепления. Это когда ездишь не на откалиброванных коробках, когда просто немножко под нагрузкой оно начинает гореть. Вот это все образуется. Сейчас мы все продуем. Пришел час, сейчас будем мы его вытаскивать, подшипник, выбивать. Кольцо мы вытащили. Какой шум? Шум жесткий, я же тебе говорю. Вообще пиздец. Ну. А вот когда мазали, помнишь тот подшипник, такого не было. Уже заебись было. Последний? Да, Шаттл? шаттл. Конечно, он шумел тоже. Ебать. Жестко. Мы Он его... так же делал. Когда мы его обслужили, он вообще тихо-тихо работал. Ну все, давай ставим. Я сейчас буду 4 точных удара делать. 4 сверхточных удара, и он вылетит у меня. Мне надо тут держать. Ты мне, главное, большие лепестки вот эти давай. Так, подожди, мне это надо тоже очень хорошо Ну, держать. конечно, тебе удержать надо. Чтоб Очень. вот это Вообще вот удобно надо, матера. Да, чтобы это все не было как-то... Сильно, так. братан, высоко его не держи. Чуть пониже. Вот так, ага, Вот как-нибудь. сюда Давай. бьешь. Да, вот по вот этому QR-коду сейчас бахнем. Так, сейчас надо противоположно. Их надо выбивать друг крест-накрест. Так. Вроде пошел. Пошел. Вот и все. Вот он, родной. Жестко шумит же. Он сухой. Он сухой. Этот вообще пизда, сухой. Ну, Холостой. ну он еще более-менее вроде. Холостой что Он шумит? тоже шумит. Но они все сухие, все, уже выработали. Смотри, смазка это или что такое вот. Ну, да, вот это нагорело сколько уже. Ну, начало это- плавиться. Это да, это начал плавиться он. Ага. Начал плавиться, вон. Сажа. Мгм. Ну это может быть даже этот, смазка старая. Нет, Выгорать это, начал. это сажа, братан, начала гореть. Мгм. Ты посмотри, здесь что у нас творится. Да. Вон. Вот Такая. корзину надо мыть. Корзину мы помоем. Не, мы ее Но продуем. продуем и помоем Да. немножко. Мыть ее. Не, вот здесь вот можно тормозной. Это место посадочное. Короче, вообще вовремя успел, елки-палки. Жестко же, да? Вовремя, что сцепление походит. Подушечки еще такие. Более-менее, да? Ну, 14-й год. ну все верно. 14 год была создана 03.06.14 Словакия. Все верно. Как он вообще работает?
Вот. А, За закусывает, не С закусывает? этого вот у нас Ну давай посмотрим. как бы. Калибровка, да, как идет? Да. А, он будет нормально. О, нифига не нормально, да? Ну, перекашивает. Не, ну он, видишь, Ну, так ходит. он и должен работать, видишь. Да. Это вот родной, он болтается, шевелится, это так. Чуть наперекос встает, но работает, да? Под собственным весом, ем. Это так должно быть, получается. Да. Это значит так должно быть. Как и на нашем. Да, так и на нашем. На нашем еще. Ну вот Макс снял второй подшипник. Вон они сухие, ё-моё. Вообще смазки нету, смотри. Вот, да, что здесь вообще сухой. Пластилин. Вообще, ну, можно сказать, нету ее нахуй. Он очень грелся из-за этого. Дай-ка свой светильник. Вот. Вообще сухие. Ну, пластилин. А здесь тоже покажи вот этот подшипник. Тоже он вообще сухой. Нету ни смазки, ничего уже. Все уже выработалось. Ну, пластилин конкретно. Да, жвачка какая. Ну, что сказать могу. Сейчас помыть их. И будем вот набивать вот эту вот вещь. Будем вот так делать. Да, сейчас уберем отсюда вот этот сальник. Угу. Сальник я ножом делаю. Не, а иголочка? Там у нас Или тоненькая есть же иголочка. это. Тоненькая. Пинцетик был, братан. Сейчас я тебе дам. Иголочка четкая. Не иголочка. Аккуратненькая. Чего пошел? Не проткни ее только. Угу. Вот. От вас мне нихуя не надо. Черный новый Прада, мама будет рада. Я заработал сам, от вас мне нихуя не надо. Черный новый Прада, мама будет рада. Я заработал сам. Я врубаю дальний свет, блять, не вздумай тормозить. Объезжаю все посты, гоню, пока хватает сил. У меня все на мазе, пока полон мой карман. Дуры знают, с кем тусить, мастер-карт и черный нал. От вас мне нихуя не надо. Черный новый Прада, мама будет рада. Я заработал сам, от вас мне нихуя не надо. Черный новый Прада, мама будет рада. Я заработал сам. Так не хватило по жизни проблем. Стала грустить, стала смеяться. Давай до полного бака налей. Садись наперед, поедем кататься. Давай на сегодня без вопросов. Лучше подгони мне эти кроссы. Носишь правду, топишь не за правду. Вот же не пустая эта дома. От вас мне нихуя не надо. Черный новый Прада, мама будет рада. Я заработал сам, от вас мне нихуя не надо. Черный новый Прада, мама будет рада. Я заработал сам. А у меня тут Honda Shuttle на калибровке. Заслонки стоит, адаптацию проводим. В общем-то, здесь мы меняем полностью все антифризы. Залил антифризы TCL. Вот. Масло залили. Грина. Хонду. Такое. Что еще? Тормозную жидкость будем менять в блоке ABS. Заслонку почистил, сейчас адаптируется и будем делать калибровочку робота. Короче, полный комплекс у нас по Хонде происходит. Тачка поедет нормально. И тут, конечно, пробег уже большой. Тоже уже, по идее, пора уже подшипник обслуживать. Здесь у нас 107 803.
На том везеле у нас 115, напоминаю. Вот что вот Макс сейчас обслуживает. Ну а так, в принципе, все нормально. Тут подшипник вроде не шумит пока особо. Шелеста как такового особо нету. Немножко есть троение по двигателю. Пропуски по зажиганию чуть-чуть есть. Ну, как бы можно попробовать почистить автохимией. Сейчас идет процесс развоздушки двигателя. Немножко пузырьки походили. Ну, сейчас ждем, когда термостат откроется. Уже тепленькая. Ну, и должна, по идее, вообще воздух весь выпустить. У нас замечательная новость. Пришел вот такой вот у нас от компании Ideal. Не знаю, хорошая, нехорошая, будем смотреть. Тут вот человек все отправил. Товарный чек даже отправил. Мануал. Все как положено. Молодцы. Все переходнички у нас есть тут. На Хонды, на Тойоты. Вот. Что еще? Колбочка. Это у нас колба для прочистки инжекторов. Ну и по идее она еще на автомобилях, на обычных, на негибридных может заслонку чистить автохимии. То есть без съема заслонки. И полностью впускной коллектор. Но на гибридах, я не знаю, такое, наверное, не прокатит. Поэтому будем ее использовать для чистки форсунок. То есть я купил сейчас жидкость специальную, Винс. Будем Винс прогонять через нее. Вот есть. Даже вороночка есть. Ну, переходнички всякие. Вообще классная тема на самом деле. Очень сильно поможет чистить форсунки. Ну и скоро стенд еще придет по тестированию форсунок джедайны. Также нам в подарок отправили вот такие вещи. Ну, попробовать раскоксовку. Стоп-износ какой-то, активная защита двигателя, мягкая раскоксовка колец, защита от износа. Не знаю, рабочая тема, не рабочая. Надо все испытывать, пробовать. Вот. Ну, есть более другие продукты, которые я как бы уже знаю, испытанные. Вот. По раскоксовке и по всем моментам, допустим, тот же самый Демиксид, вот, тот же самый Валера раскоксоил, он будет покруче, наверное. Ну, не знаю, надо смотреть, проверять. Как-то так, ребята. Прикольная тема. Готовимся к прокачке тормозов. Барабаны сзади, да? Угу. Что, ВДшку дать? Валеру. Опа. Макс, у тебя вообще грязная, да? Более-менее? Ну давай качаем. Летел ТСЛ. Сейчас пошла вторая. Маленькие пошли. Две точно залетит. Может даже еще надо будет. Смотрим. Че, покажи-то бутылку-то. Что там у нас вышло? Ну это же жесть. Литольчиком смазывает первичный вал. Литольчик, солидольчик. Тут ничего у нас тут не закусывало. Обычный литол. Было все как по маслу. Чтобы было все как положено, да. Смазал он подшипник, он тот, который вон там. Блин, показать-то как вот этот подшипник вскрывал вот этот сальничек, пыльник. Да, и смазал его тоже. Сейчас будем взводить и будем заливать жидкость, смотреть, текут ли у нас, не текут сальнички. Ну и все, и втыкаем. Та-да-да-дам! Момент истины. Все. Пока нахуй. Обслуженная корзина поехала в коробочку. Все. Оп.
Пошла. Второй раз села и третий раз. Вот Макс уже ставит бачки. Чик-чипоньк. Сели, да? Только шелест от этих идет, дисков и все. А так-то вообще нормально работает. Тихо. Тихо, ага. Тихо. Вон. Только шелест. Я не слышу даже. Ну, шелест только от дисков идет и все. А посторонних шумов от подшипника нету. От вас мне нихуя не надо. Черный новый Прада. Мама будет рада. Я заработал сам. От вас мне нихуя не надо. Черный новый Прада. Мама будет рада. Я заработал сам. Я врубаю дальний свет, блять, не вздумай тормозить. Объезжаю все посты, гоню, пока хватает сил. У меня все на мазе, пока полон мой карман. Дуры знают, с кем тусить, мастер-карт и черный нал. От вас мне нихуя не надо. Черный новый Прада. Мама будет рада. Я заработал сам. От вас мне нихуя не надо. Черный новый Прада. Мама будет рада. Я заработал сам. Так не хватило по жизни проблем. Собрали мы везеля. Проходим процесс калибровки. Проверка заполнения муфты. Все. Подшипник втулили. Обслужили. Маленько попарились с триподом. Там как бы тяжело было воткнуть. На везеле, оказывается, трипод тяжело вставляется. Вот. Ну, ходовка посложнее, чем в шаттле. А так нормально. Так, последний пункт калибровки проходим, ну предпоследний. Потом будем динамики делать. Ну и в конце калибранем ротор. Все, везель мы обслужили выжимной. Сейчас будем делать динамику, калибровку динамики. Ну и откалибруем датчик угла ротора. Ну вот этот вот и все. В принципе все на этом. Я думаю. Ну и как бы возможно, что мы сейчас поменяем антифризы и скорее всего масло поменяем тоже, потому что масло очень черное. Сейчас дроссель будем обучать. Угу. Первым делом. Вот так вот сегодня у нас Андрюха в формате. Ну, так что помогает. Ну ладно. Мне просто ноутбук вот так держи. Снежинка какая-то. Ну что, прокатимся? А что ноутбук не Все сделали. Как бы так. Сейчас просто прокатимся, как машина себя Поехали, ведет. там в магазин заедем. Я и хочу. Что-нибудь купим. Я так и хочу. Попить. Ну ничего так, ага. Переключается нормально. Вообще так что-то мягко так переключается. Вообще. Да и по ходовке все чики-пики. Ух, Что-нибудь да, мягкое. мягенькая вообще. Да? Вот, ребята, сделали мы, в общем, везеля на 115 тысячах. 848 обслужили этот подшипник. Теперь он будет бегать. Идет отлично. Вообще нормально. И переключается плавненько. Шумов никаких не издает. Шумы от колес только идут и все. Да. Так везелек прет. Ну-ка, чуть-чуть. Вот, Фига. это уже пятая по-любому. Вообще шпарит. Чуть-чуть. Фига ты, блин. Нормально. Так. Что тебе, в магазин надо? Отличный. В магазин сходить? Да, Не что он сходи. там хотел? Воды купить? Что, Андрюха, что ли? Ну, Ага. Сигареты возьмите, если нет. так. Так, Включи печку, наверное. да, надо уже. Ну, не махай. Так. Давай поснимай.
Ну все, топай. Ну а так, что скажу. Везель красивая машина. Этот еще в красивом цвете у нас. Вот такой вот везелек. Сделали аппарат. «2014 год. Литье красивое у него, кстати. Оригинальная японская Мадура. Или Мадута. Ну, в общем-то, классный везель. Красавчик. Гибрид. Ну а на этой смазке он будет ходить нормально. Должен свой ресурс отходить. Ну, у этого подшипника был маленько выработок. Немножко. Вот именно когда в этом подшипнике холостого хода у него есть выработка маленечко. Ну так, в принципе, незначительно. Машина не ушаталась, не успела. И если бы он еще проехал 1010-20, я думаю, что уже бы ничего хорошего бы не было бы. Мог бы и сцепление подпалить, но подшипник бы вышел из строя, это 100%. Вот. Так что человек вовремя приехал на обслуживание, я считаю. Как бы такое обслуживание в Якутске у нас, не знаю, еще пока никто не делает. Кроме нас, мы взялись. Есть, возникают сложности, нету подъемника. Помещение немножко маленькое, конечно. Нам бы посерьезнее сервис. Вот. Еще как бы был бы посерьезнее сервис, может быть, и людей бы побольше было, работало бы. Ну, пока мы практически вдвоем с Максом ковыряем, ну и Андрюха на подхвате. Вот, как-то так. Ну, в принципе, справляемся. Немножко больше получается. Вот этот везель мы делали 3 дня. Буквально, ну, на третий день мы сделали. Что, попить взял? Да, потом в гараже. Ну, как-то так. Все, что, поехали? Поехали в гараж, сейчас будем масло менять и антифризы. Да, переключения вообще не чувствуется даже, вообще никак. Он едет. Ну, как, в принципе, нормально откалиброванная тачка. Он идет. Вообще. Шумов посторонних я не слышу. Абсолютно. Ну, только от колес. Все. Может, резина жестковатая или еще что-то. Но она низкопрофильная. Да не надо шумоизоляцию делать. Всё, Пока да? не сделаешь, не изменишься от этого. Ну да, шум. Не избавишься от На этого. Хондах надо шум. Да. Они слишком шумки, короче. Сейчас приедем. Масло покажем какое. Хозяину. Черное. Льет, говорит, и дымится. Но что-то мне не нравится. Он говорит, что подъехал на этом масле 2000 километров, а оно уже И чернючее, все, там как вообще будто- как Как будто на вонючее. нем все шестерку прошли, Но, или бля, больше даже, но. десятку, да? Да, да. Почему так именно и дымится? Может, подделка? Может. Запросто. Но у меня тоже около 3000 уже все, они такие черные стали вообще. А может, у него чересчур моющие средства. Ебать, какие-то. Чересчур моющие средства мощные какие-то. Но если моющие средства слишком мощные, тогда что получается? Нагара слишком много, что ли, что он его смывает так сильно? Ну, Двигатели я получается не так? знаю, где там такой уж нагар. В принципе, я смотрю в крышку заливную, блядь, там вообще прям чистота. Чистенько, да, всё? Вообще идеал показывает. Ну вот у нас стенд по форсункам еще пришел. Как бы будем сейчас это самое осваивать тоже. Стенд по форсункам, нормальная тема. Вот 60 едет, как будто, я не знаю, 20. Да. Ну да, спокойно идет Но. по красоте вообще. Не пинается, ничего за жопу его не держит, все четко. Ну покатается человек, узнает. Да, конечно. Сам скажет. Все будет бегать нормально. Я еще сейчас Я его чувствую. как бы посажу, прокатимся с Каскилом. И он сам как бы скажет свое мнение реально. Ну, да, Как конечно. хозяин, как она ехала, как она поехала. Вот наш сервис. Машинку выгнал уже нашу стоит. Ну, чё? Посмотрим сейчас масло.
Масло будем ему заливать Honda Green. Honda Green. Вот она наша родная. Ну и фильтрик поменяем, сейчас нормальный поставим. Масло, Каскил, вот масло у тебя чернючее. Если не веришь, вот посмотри. Вот. Подержи, братан. Я ему покажу сейчас, какое масло. Вот пальцы у меня более-менее чистые. Вот, смотри. Жестко черное. Ну это черное масло. Жестко черное. Уже надо менять. Оно, ну, как будто 3000 прошло. Примерно. Ой, 3000 говорит. Как будто 6000 прошло. Вот такое масло, ну, когда подходит оно, примерно вот такого цвета. Лучше поменять. Меняем масла. Масло будет Honda Green. Вот такое вот. Хороший фильтр сделаем. Ну и все, в принципе, на этом. Поехали. Вот заливаем Honda Green. Приехал хозяин на испытание своего визелька. Погнали. Погнали. Там деревяшка. Что с деревяшкой? Проверь там, Андрюха, все. Я уже прокатился. Мне вполне понравилось все. Че у тебя? Это что, батя твой везет? Или это кто-то приехал? Кто-то приехал еще, походу. Еще какой-то везель стоит. Сейчас посмотрим. Звонит, походу. Либо я телефон не взял. А, он же у меня здесь снимает же. Да? Есть приход? Сейчас сильно первое время не газуй. Аккуратно, это, плавненько втыкай передачи. Пусть подшипник приработает маленько. Смазка вся распределится как надо. Через недельку можешь уже ездить на всех режимах, в принципе. Вот, через недельку приедет, прошивочку сделаем. Вообще по-другому. Газ по-другому ощущается. Переключение вообще не... Даже не слышно, да? Не ощущается. Он дергался же. Каждое переключение было как на механике. Ну. А сейчас прям чутенько все. Ты погромче говори нашим подписчикам, чтобы знали, что надо обслуживать подшипник, потому что, ну, ты сам видел, если бы еще немножко, уже все, можно было бы его выбросить. Ставить китайца можно было бы, но китайцу не даст такого результата. Да и мастерам на самом деле проблематично китайский втыкать. Лучше оригинальный японский воткнуть. У нас с ним никаких проблем, никаких затыков, ничего. Сразу с первого раза калибруется все. Вот. А вот этот китайский, он уже не то, конечно. Сейчас пришел к нам тайский подшипник, будем тоже испытывать. Он более, очень сильно похож на оригинальный. Единственное, что пластина у него хлипкая. А так, в принципе, он нормальный вроде подшипник на первый взгляд. Ну, посмотрим, испытания проведем, а там уже видно будет. Четко. Тихо, аккуратно.
раз 60, даже незаметно, как он перешел на него. Четко все переключаем. Идеально. Ну, вот прошивку сделаем, он еще беречь будет, подшипник, по идее. Нагрузки меньше будет на него. Ну, в плане того, что прошивка дает вроде бы как бы, ну, то ли на давление муфты влияет, то ли что, как бы меньше давления создается, что ли, на включение, поэтому он плавнее включать начинает. Вот Макс я сделал, ну, в принципе, нормально, радуется. Не проедь аккуратненько. Вот наша вывеска, ребята, ориентируйтесь на вывеску. Специально сделал. Зимой хорошо видно, летом не очень, но зимой нормально. Ламанка какая-то приехала. Что это за везель, интересно? Ну все, Кэскил. Катайся, не ломайся. Спасибо большое. Давай. От души. От души. Довольный клиент поехал от нас, катается. Такой красавчик уезжает. Не, везель красивый на самом деле, ухоженный. Молодец парень. От вас мне нихуя не надо. Черный новый Прада. Мама будет рада. Я заработал сам. От вас мне нихуя не надо. Черный новый Прада. Мама будет рада. Я заработал сам. Я врубаю дальний свет, блять, не вздумай